Здравствуйте, я веду репортаж прямо с крестьянского рынка, крестьянского хозяйства М. Ну, молча пока посмотрим, а потом я расскажу, какие все-таки цены здесь. Арбузы. Вас ждут арбузы, дыни, кабачки. Это местные кабачки, да? Да. Не привозные. Даже не верится, что это может быть на якутской земле, если честно, в таком количестве. Здравствуйте. Опять я у вас в гостях. Что можете рассказать? Я смотрю, все равно удивляюсь, в таком количестве можно, да, и арбузы, и дыни вырастить. Да, лето у нас в этом году очень жаркое было, поэтому у нас выросли арбузы да невероятно большие. И продавать тяжело. А цена вот за килограмм на этом рынке сейчас сколько? Но у нас оптовая цена 50 рублей, а так 60-70. Ну, зависит от сортов арбузов. Хорошо, вот мы давайте с арбузами разберемся. Это какой сорт и почему зависит от сорта? Это сорт Сорента. Ну, они большие, да? Да, они большие. Поэтому она средняя вес это килограммов, наверное, от 6 до 10 килограмм весит. Хорошо, я в тот раз спрашивал, как выбирать спелость, так и не выбрал, потому что не было сладко. Да, тогда еще у нас арбузы полностью не дошло, а сейчас уже полностью дошло, поэтому сейчас уже массовый сбор у нас получается. И почти все арбузы, так сказать, созрели. Хорошо, здесь вот меня многие спрашивают, да, по поводу, можно ли заказывать, в каком объеме можно домой заказывать. Там, наверное, сумму надо иметь, потому что доставка сегодня, она дорогая, да? Да, доставка дорогая, поэтому, честно говоря, мы на дом доставку не делаем, потому что смысла нет, потому что у нас расход бензина, если, конечно, доставку в магазин или еще куда-нибудь, точку какую-нибудь на продажу, то это можно, в количестве, чтобы не меньше 5-6 тысяч было. И многие спрашивают, вот сейчас вот покажу, да, можно ли вот такую продукцию где-то в городе купить, или у вас есть посредники, которые этим занимаются? Есть такие? Да. В городе у нас тоже стоят точки. А примерно где, чтобы... В этом точка у нас стоит, в порту стоит. Аэропорту это Белое озеро. рынок Белое озеро, На да? Белом озере, Колобок, по-моему, напротив Колобка магазина. А на четвертом... Соседи на На четвертом четвертом магазине, магазине стоит. по Поярково точно. Да, в общем, по городу нормально. В торговом центре, как я как это называется? Торговый центр. В каком месте? В городе? Да, в городе. Там тоже. Проспект? Да нет, на Полермонтова. Апельсин? А? Апельсин? Не. Апельсин это на Дзержинского. Империя? Да, Империя. Да, там торговая точка в Империи стоит. Там. Капуста вот такая. Четвертый магазин. Ну, короче, по всему городу, где-то около 20 точек у нас своих. Володя, Своих. А там цены, они чуть выше, да? Да, там же, как бы сказать, выше, там же перевозка тоже в стоимость входит, поэтому сейчас у нас. Хочет, давайте я вам там завешу. Все вот еще просили узнать, будет ли как-то по интернету, вас молодых много вроде говорят, чтобы вот заказ сделать и приехать на точку и забрать. Так грубо вот объясняю. То, что меня просили узнать, я вот узнаю. То есть можно прийти на точку и заказать, и тебе привезут, я правильно понимаю? Да, там разговора нет. На точке тоже все, то, что здесь есть, там тоже все. Ассортимент полностью. То есть можно просто прийти на точку в магазин? Да, прийти на точку можно купить.
И очень просили сейчас вот конкретно по ценам. Сейчас кукуруза дорогая, наверное, да? 250. 250, а так и осталось, как в прошлый раз. 200. Здесь 200, Здесь 200, а в городе 200. 50. Зелень. Прямо вот подробно хотят, чтобы я рассказал. Я вот рассказываю. 400, вот это у нас, килограмм. Это петрушка. это петрушка, укроп, тоже 400, нет? Мгм. Лук достаточно это. Но это не местный же, да? Чего? Лук, А, лук нет. ну, это не местный. Просто ассортимент мы берем, потому что люди приходят, покупают, хотят. А морковка сейчас дорогая, да? Дорогая. Пока дорогая. Это ранняя морковка. И сколько она стоит, чтобы знать? 50 рублей килограмм. 50 рублей килограмм. 150 рублей килограмм. Это Морковка. ранняя морковка, поэтому Ранняя морковка. А она когда должна созревать, по идее? В наших якутских условиях, я так Мы понимаю. когда в конце сентября собираем. в конце сентября. Ага. Тогда Середина она упадет сентября начинаем до кушать. 50, до 40 рублей, может быть. От урожая зависит. А вот капуста сегодня сколько стоит примерно? 60? 60, да? рублей? Или от сорта тоже зависит? Нет, Ну, сорта нет. просто сами, это уже на любителя. Сейчас можно взять и жесткую, позднюю и раннюю. Хорошо. Ранняя идет на салатик, она нежная. А поздняя, она чуть пожестче такая. Это на засолку, да? Да, да. Дыня сколько сейчас стоит? 200 Примерно. рублей килограмм. 200 рублей килограмм. А не можете объяснить, вот сейчас я ехал, да, и видел кучу арбузов и дынь с КАМАЗов продают. Но это привозные же. Я объяснял тот раз. У нас на корню поспевает, а у них недозрело привозят. Поэтому вкусовые качества совсем разные. Потом У нас намного сладше. А потом они что? Они толстошкурые, ну, во-первых. во-первых, они стоят очень долго, то есть даже зрелый арбуз. Везти в дороге это неделю-две. Ну, к нам сюда сколько ехать? А представьте, пожалуйста, а то так неудобно, я разговариваю. Это... Ага. Дочь М. Григория, Юлия Григорьевна. Юлия Григорьевна, то есть разница есть большая между привозными и этими кожури или в чем? Я что-то так. Не в кожуре, а в самой мякоти, ну, в самом плоде, наверное. Потому что он, во-первых, его недозревшим срывают, грузят, отправляют, то есть он в дороге созревает, краснеет. Вот. Неестественно, короче. А у вас, получается, они созревают прямо Прямо на... Корню. Прямо на корню поспевает. Поэтому у нас шкуры очень тонкие, а привозные толстошкурые. Поэтому потом да вкусовые. недозревшие. А вот за столько лет, сколько вы здесь занимаетесь, этот год чем хорош или плох, я не знаю. В этом году для бахчевых очень хороший год. Понимаешь, жаркая погода, поэтому у нас, видите, размеры большие, арбузы очень. Да. А для другой культуры, ну, как картошка, например, морковка, да, они чуть похуже. Похуже. Да. Я правильно прогнозирую, что у нас осенью будут проблемы опять с картошкой, нет? С Нет, капустой, с а? картошкой не будет таких проблем, потому что она очень, как сказать, в этом году дождей много было, поэтому, честно говоря, даже у дачников будет, которые не поливали, будет что-то картошка. Но это не зависело от помощи МЧС России, которая вызывала дожди, наверное. Ну, может, немножко есть такая зависимость. И можно пройти сейчас, вот там я вижу чеснок есть, помидоры, о них рассказать, просят опять повторно рассказать. Нет, чеснок-то у нас, честно говоря, Привозной. привозной. Это просто для ассортимента. Не то, что Люди приходят, люди на засолку приходят, берут. просят потом на засолку, обязательно им нужен чеснок для засолки. И это. Короче, я прошу семью М поделиться для засолки, какие сорта сейчас важны и почему именно сейчас надо их покупать. Это не я говорю, мне написали прямо в ВКонтакте. Не подскажете? Вот сейчас вот я показываю вот Сейчас помидоры. самое время, да, брать помидоры, потому что цена на них опустилась, сейчас идет массово. Сколько сейчас за килограмм берут? Ну, это от сортов, наверное. 150, да, это розничная цена, но можно всегда договориться, то есть взять подешевле, вот. На И- закрутку сейчас идет самый пик, наверное, помидоры. Какой сорт нужен для закрутки? Ну, в принципе, все у нас здесь подходит для закрутки.
Но вы предпочитаете же что-то сами. Ну, мы сначала пробуем, а потом берем. Если вкусно, то и закрутки получаются вкусные. А и, я так понимаю, перец и баклажаны тоже имеют определенные... Да. Сейчас и перец. Ну, в основном, наверное, баклажаны сейчас кто солит, кто умеет делать икру. Из кабачков, из баклажан. Туда же идет и перец, и морковка, и зелень. Григорий, можно вот туда подойти, там, я смотрю, есть это лук. Это лук с дачи или он тоже у вас на полях растет? Так, грубо спрашиваю. Да нет, это мы... Вот, я имею в виду зеленый. Зеленый это нет, это у нас с поля. С поля. Не из дачи, а с поля. Специально в зелень выращиваем. Вот Вот как- петрушки, смотрите, какие крупные листья. Да, укропчик-то. И вот хотелось бы немножко по картошке, да, разобраться. У вас сейчас только розовая или есть и... Нет, у нас разные картошки. И розовые бывают, и белые картошки. Так что. Сейчас сколько цена за килограмм у картошки здесь, по крайней мере? Это ранняя картошка, поэтому цена сейчас от 50 до 100 рублей доходит. В зависимости от калибровки. То есть чем больше она дороже, да? Я правильно понимаю? Тем меньше она Потому что дешевле. ранняя картошка, поэтому мы его сейчас копаем, поэтому урожайность теряем немного. Понятно. То есть обычно сердце я не вижу. Вот тот раз было, сейчас нету, да? Вот тут, идемте. Пойдемте покажете. Она еще есть, да? А вообще сколько еще времени вот сколько времени еще добычего сердца? Когда это все исчезнет? Через месяц? Не, уже через 2 недели. Через 2 недели? Помидор у меня больше сердца. Вот смотрите. Через 2 недели это все исчезнет? Не, будет. Будет, да? Сорт верберана, вот этот сорт верберана будет. Ага. Это пенпродайс тоже будет. Это у нас бычье сердце, вот смотрите, какие Ага. они большие, огромные. У нас папа выращивает вот это самое вкусное бычье сердце. Это какой папа? Это моя папа. А вы не представитесь, как вас зовут? Не. Представься, ничего сразу. Жанна меня зовут. Вот. Жанна, да? Самое у нас, да. Ага. Бычье сердце, вот, это у нас мясистое сорт вообще-то. Очень вкусный. Вот его можно засаливать или, я не знаю, на засолку? Не, на засолку не пойдет. А. Просто резать и покушать можно. Да? Можно резать и кинзу, и зеленый лук, и с маслом. Ой, вкусно, прям аппетитно. И как это называется? Салат, этот бычье сердце, помидор. Вот салат как называется? Вот сейчас поделились, интересно найти. Обычный у меня салат это Какой? Значит, берем бычье сердце. бычье сердце, порежем, Мгм. кинзу, зеленый лук, Мгм. и черный перец, чеснок Ага. и с маслом. Соль с маслом. Перемешайте и вкусно. Ой. Назовем его и Умун. Жанина имя- этот салат. Как? Жанина салат. Жанин салат, да? Ну, честно говоря, в условиях пандемии достаточно интересный такой ассортимент за иммунитет. Я правильно понимаю? Если чеснок там, все есть, видно, да. все есть. И он острый сильно. Да? Надо кушать поострее, Надо чтобы не люди болеть. тебя Да. посмели просто. Из вот этих помидоров не подскажете, лучше всего, что пойдет куда? На засолку, на На салат? засолку вот этот, Это- верберана, в банку, трехлитровую банку, вот эти хорошо берут вот эти. А розовые вот эти на салат. Почему? Потому что они сладкие. Вот эти красные верберана, они кисло-сладкие и очень хороший салат. На закрутку вот, например. А То это есть, на салат. Сорт один, но вкус разный, да? Я правильно понял? Нет, вот эти сорта одинаковые. Это верберана, это пинпродайс. Пинпродайс. Это пинпродайс. Вот это на салат. А вот эти только на засолку можно. Покушать можно, на засолку можно. А вот с перцами вот тоже, может, посоветуете? Вот я смотрю, здесь перцев много и тоже разные сорта, я правильно понимаю? А вот это вот круглый, Это у нас острый перец. Острый перец некоторые, вот армянин у нас солят. Мы сами тоже солим на 3-литровой банке. И острый
например, у нас корейцы острые же кушают очень. Разные, вот, например, салаты готовим, блюда готовим от острого перца. Вот. Много берут у нас, заказывают даже 300-500 килограммов. И вот эти хорошие вот, это на, например, на этот фаршировку хорошо берут. Почему? Потому что они тонкие. А вот эти у нас мясистые. Этот на лечо, на разные этот салаты берут. А этих на фаршировку хорошо берут. Ну, то есть вот взять вот этот его, да, и туда мясо, да, и вперед. Да, мясо, да, все внутри. Ну, фаршировать как вот, по-разному фаршируют все. А вот что сейчас вот с тыквой делают? С тыквой мы, например, на духовке вот режем так, и внутри мы все овощи, например, овощи есть, картошка, вот разные, внутри положим и этот, на духовке. И можно кашу сварить. Очень вкусно каша. Так, стоп, кашу надо вовнутрь запихивать или как? Нет, каша отдельно. Чистишь, чистишь. И это отдельно можно кашу сварить. И на духовке просто порезать вот так кусочками, и на духовке можно. И духовке вместе и сахаром. Вместе с кожурой. Да. А кашу как варить? Это просто куда ее? В воду, Кашу, да. Или в молоко? На молоке. На молоке, да? Да, на молоке хорошо, вкусно. С сахаром. С сахаром, да? Да, как я кушаю. Да. И вот здесь я смотрю другая картошка, мы сейчас только что розовую, а это какой сорт картошки? Сорт тоже не знаю, забыла. У нас вот розовый есть, Розара. Розара. Уже у нас закончилась, а белый сорт не знаю точно. А в чем, все-таки я всех достаю, в чем разница между белым и красным сахаром? Насчет картошки, это папа и я не знаю. Картошки я не знаю. А помидор я сама вырастила, вот я сама не знаю, с папой вместе. Вот я сейчас зайду. Я немножко Жанну помучил, а вот хотел узнать. Вот покажи. Вот видишь, какие они. У нас 10 килограмм, 10-12 килограмм арбуза. Да. 10-12 килограмм арбуз, да? Да. Это. На вести поставить? Ага. Видишь, у нас как вот, я то, что говорю, привозные, они толстошкурые, а есть тонкошкурые. Ну-ка. То есть у привозного будет шкура где толще будет. Да, Ага. Потому что мякоти меньше, а здесь, видите, намного уже тонкая шкура. Это связано с тем, что она на якутской земле выращивается, Да, не? не тем, что потому что она созревает на корню. На корню. И Да, и многие же не верят, поэтому здесь собираем, с ботвой собираем. ботвой специально собрали? Да, чтобы они видели, что здесь якутские арбузы растут здесь местные. Еще раз, мы повторимся. Вот перед вами якутский арбуз с полей, и весит он, Григорий, 12 килограмм. 10-12 килограмм, это самые большие арбузы у нас. и сорт Соренто, да? Не Соренто, Кримзон Руби. Кремзон Губы. Ну, это сложно для меня. Ну, Кремзон. Кремзон, да? Да. То есть это новый ваш селекционный опыт или это старый? Это новый селекционный опыт. В этом году что ли? Только в этом году? Да, начали. Начали? Ага. А В вот прошлом году было, но у нас в прошлом году это экспериментально было. Ага. А в этом году уже начали сажать. На следующий год уже, наверное, большинство будет сажать эти арбузы. так вот, Кремзон. кремзон, да? То есть за счет размера, да, у вас Урожайность повышается. урожайность повысится. И что, теперь Соренто не будет, да? Нет, Соренто будут сажать, потому что любители арбуза-то разных сортов любят, понимаете? А вон там сзади я смотрю еще какие-то у вас овощные, вот смотрю, вот. Это репка такая, да? Какая репка? Вон, здоровая. Да, репка. Это тоже с ваших полей, да? Да, с наших полей. Вот эта репка, Да, прямо на да. якутской земле, Да, такого это- размера. Да, на якутской земле, видите уже. Я-то Как привык, что оборвали. маленькая. А вот видите, как оборвали-то, она зеленая еще. А это редька. И редька такая здоровая, да? Да, ну это еще маленькая, осенью побольше будет по размеру. Побольше по размеру. Да. Вот честно скажу, многие не верят, что это растет здесь. А если верят, то типа здесь какие-то вы хитрости применяете. Да Нет? не, Нет, да? да. Видите, даже у нас перец горький уже поспевает уже.
То есть лето для вас очень даже хорошее. Благоприятное. Благоприятное, да? Так, а вот сразу мне здесь на ходу спрашивают, сколько... Свекла тоже отсюда? Да, тоже отсюда, видите, тоже. Только листья оборвали, сторона свежая. Не, я просто привык, что она маленькая у нас. Ну, если на дачах посмотреть, не у всех, конечно, но тем не менее, это на открытом грунте выращивается. Да, все на открытом грунте. И капельным поливом. И капельный полив. И трудом хозяйства М. А больше никак, правильно? И еще хотелось бы немного вот о капусте. Я увидел, вот цветная, она немного здесь повяла, видимо, да? А она что с ней? Такое, вот тоже с ваших полей Да, получается? да. И куда ее используют вот эту штуку? Можно делать салаты, пюре детям, очень вкусное и полезное. Да, Вот много- пюре на воде или на молоке, все спрашивают. Ну, можно в интернете посмотреть. Множество, да. Множество рецептов, да. Кто как делает, да. Просто, ну, Детское питание же Да. из него делает. Понятно. на блендере. На Да. на блендере вот эту штуку ее просто моют и потом в блендер. Можно, да, шпарить ее немножко. Ага. Понятно. И вот все-таки про дыни мне расскажите, а? Все-таки дынями здесь вопрос задают, насколько разница. Я просто не вижу, где у нас дыни там. Вот дыня. Ага. Да. И Как они- называется? Вот, я так понимаю, это сорента, да, арбузы? Это сорента, они поменьше. Да, это сорента. А там кремзона, ну можно немножко это. Ага. А вот по дыням, да, сейчас вот везде дыни продают. Это тоже какой-то специальный сорт. Да, это сорт Изабелла. Изабелла, которую... Она только на юге растет, видите, а у нас и кустезов растает. Подождите, и вы хотите сказать, что вот эта Изабелла, вот еще раз покажу, это южный сорт. Да, южный сорт. Я-то привык, что у Григория М. маленькие дыньки, а здесь новые, да? Да, Новые сорта. Новые сорта. Так что появились в этом году. Экспериментировали 3 года. 3 Вот года. в этом году получилось хорошо. То есть вы экспериментировали, они были маленькими, да? Да, А сейчас вот в этом году они большие. большие. Средний килограмм на 4-3. 3-4 килограмма. Ну, что я могу сказать? В этом году, как ни странно, при всех сложностях нашей погоды, урожай получился. Вон туда пойдем, смотрим, там. Так что вот здесь онлайн-оплата. Вот этот сорт, как называется? Это? А это другой сорт дыни, да? Это другой сорт, тоже в этом году экспериментируем. Валя. Ага. Я название сорта не помню, но потом у меня там записи есть. Ага. Ну это вот те маленькие дыни, наверное, нет? Которые Не-не-не. другие, да? Тот уже сорт солянка. Ага. Другой. Ясно. А вот зеленые помидоры, они сейчас просто лежат, дозревают, правильно же? Да нет, они не дозревают, люди ее берут на засолку. На засолку зеленые, да? Ну это кто как любит, да? Да, на любителей. На любителя. На юге очень много солят. Здесь мы тоже. Уже люди приучились солить солями. Ну, вот вкратце так, дорогие друзья, да, я, наверное, закончу, представлюсь. С вами был Олег Желунин, журналист, телеканал Округ ТВ, прямо с ярмарки христианского хозяйства М. И с вами был Григорий М. И его дети, так скажем, Жанна, Юля, Катя, продавцы сегодня. Доска пишет 10, да, и тут же, видишь, 10.